Эдуард Асадов. С вечера поссорились супруги, говорили много резких слов, сгоряча не поняли друг друга, напрочь позабыли про любовь. Утром мужу на работу рано, а на сердце горечь и печать. За ночь глупость ссоры осознал он, подошел жену поцеловать. Не спала, но все же притворилась, отвернула в сторону лицо, в глубине обида затаилась, как удав, свернувшийся кольцом. Дверь закрыл, ни слова на прощание. Из двора на окна посмотрел. Если б они знали, если б знали, что ушел из дома насовсем. А жена привычными делами, как всегда, своими занялась. Детское бельишко постирала, борщ сварила, в доме прибралась. Чистый пол, помытая посуда, и с работы скоро муж придет. Я с ним разговаривать не буду. Пусть прощение просит, пусть поймет. Гордость сердца вздыбилась высоко. Первая к нему не подойду. По ролям разыгрывалась ссора в воспаленном дьяволом мозгу. 6 пробило, 7 и 7:30. Неподвижна дверь, молчит порог, и в тревоге что-то сердце ноет. Где же задержаться так он мог? Вдруг какой-то шум и суматоха, чей-то голос, плачущий вдали, и соседский мальчуган Алёха крикнул, запыхавшись: «В шахте взрыв!» Взрыв! Совсем коротенькое слово, сердце будто в клочья порвало. Нет, о Боже, я к такому не готова. Может, жив он, может, повезло. И в слезах по улице бежала, вспоминая с болью прошлый день, как в обиде злилась и кричала, застилала разум злобы тень. Заведенной куклой повторяла: «Милый мой, о, только бы не ты, я б к твоим ногам сейчас припала!» Прошептав короткое «Прости». Им бы знать вчера, что будет завтра, по-другому все могло бы быть. Смерть, как вор, приходит так внезапно, не оставив шанса долюбить. Прогремит неумолимо громко приговор, его не изменить. С этой болью ей придется жить. Люди, будьте к ближним своим мягче, относитесь с нежностью, добром и не обижайтесь понапрасну, чтобы не приходилось больше каяться потом.